Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей студии в гостях кандидат в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия по Центральному избирательному округу номер 6 Константин Тужба. Тужба Константин Андреевич родился 10 марта 1954 года в селе Илори Учимчирского района Абхазская АССР. В 1972 году окончил Учимчирскую среднюю школу номер 2. В 1977 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт, специальность экономист. В 1987 году окончил Тбилисский политехнический институт по специальности инженер-механик. С 1977 по 80 годы работал главным бухгалтером горно-обогатительного комбината «Алдан-Слюда» города Алдан, Якутская АССР. С 1980 по 1992 годы заместитель директора Сухумского судоремонтного завода. С 1992 по 1993 год финансовый директор авиакомпании EGT города Москва. С 1993 по 1995 год занимался коммерческой деятельностью. С 1995 по 1997 год министр экономики Республики Абхазия. С 1997 по 2001 год начальник аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. С 2001 по 2003 год министр экономики Республики Абхазия. С 2003 по 2004 год первый заместитель министра экономики Республики Абхазия. С 2004 по 2007 год начальник финансового управления администрации города Сухум. С 2007 по настоящее время директор Сухумской шахматной школы, президент Федерации шахмат Абхазии. Женат, имеет двоих дочерей, награжден орденом Ахтапша 3-й степени. Здравствуйте, Константин Андреевич. К сожалению, у нас время ограничено, поэтому задать все волнующие граждан вопросы мы не сможем, поэтому не будем терять драгоценное время и сразу перейдем к вопросу. В случае избрания вас, Константин Андреевич, депутатом в парламент Республики Абхазия, решением каких вопросов вы займетесь в первую очередь? Ну, если меня изберут депутатом, во-первых, там будет распределение согласно опыта, согласно образованию, согласно увлечению, согласно это распределяют по комитетам. Это очень кропотливая работа, но первые это будут. Первые не этим будет заниматься парламент. Я для себя еще не решил, даже если попаду в парламент, где я буду работать, потому что у меня 2 высших образования. Я закончил Ленинградский финансово-экономический институт и Тбилисский политехнический, я еще инженер-механик. И у меня большой опыт работы по социальным программам. Последние 15 лет я занимаюсь активно общественной работой. Это озеленение города, памятники архитектуры, детский спорт и прочее. Так что я не знаю даже, какой комитет меня занесет, но для этого надо еще пройти, а это непросто, тем более есть очень достойные кандидаты, мои оппоненты, так что все впереди. Ни для кого не секрет, что в обязанности депутата парламента входит также и работа со своими избирателями. Как вы вот в случае того, что вас изберут в депутат, будете контактировать и взаимодействовать со своими избирателями? Ну, у нас избирательный округ особый, 6-й, центральный, на то он называется центральный, что здесь живет, это историческая часть Сухума, здесь живет вся элита Абхазии, так можно сказать, и по уровню образованности и прочее, это на одном из первых мест, если вот так территориально брать. Конечно, люди очень грамотные, подготовленные, и им, я думаю, им не интересно там щебенка, асфальт, мука, им больше интересно общегосударственные вопросы. Они для этого меня и делегируют, и других кандидатов, потому что это намного важнее, чем там тротуар 50 метров привести в порядок и прочее. Так что моя работа с моими избирателями, я уже заранее знаю их наказ на пользу Абхазии. Мы знаем, что у вас большой опыт работы с детьми, с молодежью. Возможно, у вас есть какие-либо идеи, программы для потенциала молодежи. Что вы будете делать для молодежи? Ну, я уже много лет, больше 20 лет занимаюсь с детьми. Я получаю от этого огромное удовольствие. Я сам чувствую себя молодым от этого все время.
общаясь с детьми, мне очень приятно, когда наши дети вместо того, чтобы улицу заполняли, они занимаются с компьютерами, с книгами, участвуют в соревнованиях, готовятся, переживают, радуются вместе с родителями, вместе с педагогами. В этом плане я, конечно, уже очень много сделал, там особого ничего не надо. Хотя в других видах спорта, я знаю, и в футболе, и в других, достаточно хорошо наши энтузиасты, я так назову, люди-энтузиасты, потому что мы все работаем на общественных началах, работают энтузиасты. В этом плане здесь у нас меньше всего проблем. У нас больше проблем в других областях. Это, я должен сказать, что низкий уровень доходов населения, маленькие зарплаты у педагогов, врачей, прочих. Наши дети, медицинская помощь не всегда может быть нашим людям приходится выезжать то в Грузию, то в Россию. Вот над этими глобальными проблемами, инвестиции, криминалитет, очень много проблем в Абхазии, которые мешают нам жить, и парламент должен прежде всего над этим работать, и я в первую очередь буду над этим работать. Константин Андреевич, многие знают, что вы давно занимаетесь растениеводством. И ваш домашний сад даже называют райским садом, так как там произрастает более 90 видов, насколько мне известно, различных растений. Считаете ли вы, что в Абхазии нужна настоящая экологическая революция, чтобы вот навести порядок в охране окружающей среды? Ну, конечно, охрана окружающей среды – это важнейшая работа государства любой страны. У нас тоже есть проблемы по экологии. Вот. Но моя общественная, ну как общественная, как хобби это у меня, единственная ее цель – это добиться того, чтобы все жители Сухума, не только Сухума, и Абхазии тоже, чтобы уделяли этому большее внимание, потому что наша Абхазия, наши села, наши города были цветущими. Люди приезжали, наслаждались, любовались красотами. И даже вот в советский период мне рассказывают, что наши города утопали в зелени. Вот я к этому призываю, за это я провожу свои выставки ежегодные, где мы и другие общественные деятели приходят и призывают горожан облагораживать свои территории. Даже в законодательном порядке мы сделаем какие-то налоговые послабления тем предприятиям, хозяйствующим объектам, жилым домам и прочие, которые территории перед своим домом, не дожидаясь меры и прочих служб, сами приводят в порядок. Потому что без этого мы не справимся. И вот моя цель, моя задача, но таких, как я, слава богу, в Абхазии немало, чтобы мы даже такой сказали, снова превратим Сухум и Абхазию в цветущую страну. И последний вопрос. Наведение чистоты, порядка, озеленения. Столица – это одна сторона. Но какой вы видите нашу столицу через 5-10 лет? И какой вы бы хотели ее видеть? Ну, конечно, улучшается, сам город улучшается, но, тем не менее, мы пока 30 лет прошло, у нас большая проблема, я чем конкретно занимаюсь, это памятники, сохранение памятников архитектуры. Они у нас в ужасающем состоянии, они в запущенном состоянии. Мы создали общество по охране памятников истории, культуры, но пока ни один объект как бы не поставили бюджет на ремонт. Там я могу здание, допустим, музыкального училища или здание Союза писателей, или еще много-много прекрасных зданий, которые город засияет, если их привести в порядок. Это вот в первую очередь. А по самому городу, конечно, много еще требуется делать. Вы видите, у нас даже тротуаров нет. Мы забыли, что такое тротуары. И мы-то, абхазцы, можем
проезжей части пройти города, но приезжие-то они боятся, они думают, что их оштрафуют и прочее. Я же вижу, есть проблемы, надо это приводить в порядок. Наши зеленые насаждения советских времен, что у нас осталось, они требуют тоже большого ухода. Это большие деньги, большие затраты. Так что у города море проблем. Я не говорю про коммунальное хозяйство. Сейчас вот они бьются над тем, чтобы побольше заменить, обновить качественные коммунальные хозяйства, водопроводные сети, канализационные, дождевые стоки и прочее. Город большой, и работы требуется много. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в студии был в гостях кандидат в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия по Центральному избирательному округу номер 6 Константин Андреевич Тужба. Спасибо.